В советское время во всех республиках Советского Союза была популярна мозаика. Очень много мозаичных панно можно было встретить и у нас в Абхазии. Тема мозаики того периода в основном – это прославление советского строя, рабочие, крестьяне, но могли быть и этнические мотивы. В каждом колхозе и совхозе, в каждом селе можно было лицезреть этот вид искусства. За прошедшие годы многие панно обветшали и осыпались, и у нас в Сухуме появилась группа молодых людей, которые взялись за реставрацию мозаики по всей Абхазии. Молодые архитекторы и художники пригласили нас в гараж Ингургесовского дома. И вот совершенно неожиданно мы тут увидели такую активную работу. Амра, что здесь происходит? Что-то, по-моему, грандиозное. Я бы назвала этот проект одним большим экспериментом, потому что из-за неимения инфраструктуры и вообще каких-либо возможностей обыденных мы все пробуем прям с самого начала, постоянные поиски. Как-то вот так вот мы пришли к самой реставрации. А что это будет? Что вы отреставрировали? И что будет в результате? Мы занимаемся реставрацией автобусной остановки на Бзыбе. Так получилось, что ребята уже очень давно планировали этот проект и пробовали, искали разные пути к тому, как подойти к мозаике в Абхазии. И у них получилось очень много всего преодолеть, и в последующем возвращаюсь я, и как-то мы сошлись на этом проекте, и все закрутилось. Угу. Ну, на самом деле по всей Абхазии мы видим мозаики советского периода, и всегда было такое сожаление, что они портятся, что они не восстанавливаются. И вот лиха беда начала. Вы взялись за этот великолепный, я считаю, это вид искусства не очень необычный, но для Абхазии как раз-таки знакомый. Вот сейчас здесь, в этой мастерской, Амра, что происходит? Мы занимаемся одной из стадий демонтажа, так как мозаика находилась в очень плачевном состоянии, ее основа, она уже утратила свою функциональность, и она рассыпалась. И нам пришлось снять вот эти плиты мозаичные. Это первая стадия демонтажа была. И аккуратно мы снимаем деликатной чисткой смальту. И потом вычищаем для последующей систематизации этих цветов, и в дальнейшем они нам понадобятся для создания восстановления той мозаики, к которой мы приступили. Амра, но будет тот же сюжет восстановлен, да. Или вы что-то новое? Нет, самая важная концепция проекта была это именно передать художественный образ, который был изначально. Это главная задача при реставрации. Не создать что-то новое, а восстановить то, что утеряно. Это очень важно. Как ты будешь восстанавливать? Это, мне кажется, это прям титанический труд. Ну, вообще весь проект это не что-то, это не перманентно яркое что-то действие, а долгий, очень нудный и внимательный процесс. Это поиск оригинала, тоже занимал большое количество времени. Мы около нескольких месяцев искали оригиналы, рисовали. Нужно было передать почувствовать для начала общую концепцию произведения, так как не то, что фотографии советского периода, они уже были с утратами. И 70% мозаики утрачено было. И у нас нету архивов, нету никаких вспомогательных средств. И нам приходилось всем нашим сплоченным коллективам искать, находить и пробовать. И перед этим я рисовала для того, чтобы именно прочувствовать
Но потом, в конце концов, все сложилось, и нам удалось восстановить полный рисунок. На основе этого рисунка я сейчас параллельно рисую картон. Картон — это в точном размере рисунок мозаики. Он делается вообще есть несколько стадий, но так как есть прям окончательный вариант, это когда ты рисуешь прям копия в копию, или делаешь более схематично. Так как у нас не так много времени и этих возможностей, потому что такие проекты могут делаться годами, и мы делаем картон более схематичным для того, когда я приступлю к самому созданию мозаики, я понимала, понимала весь процесс. И это не... Я смотрю на него, но я не вижу общей картины. Так как я не могу отойти, я не могу полноценно взглянуть, и этот картон будет помогать мне в работе, чтобы когда мы будем уже заниматься монтажом, у нас сложилась общая картинка всего этого. Этот проект реализуют ребята из организации КАП Групп и «Поколение в действии» с его сотрудником Вахо Убире, а также главные специалисты Государственного управления охраны историко-культурного наследия. Лана, ну что, ты занята очень серьезным процессом отмывки смальты. Вы считаете, что вот это необходимо для того, чтобы заново построить эту композицию? Да, мы изначально вообще демонтировали эти плиты с намерением в дальнейшем опять повторно использовать эти кусочки смальты, так как это один из самых важных аспектов реставрации. Вот сейчас я как раз занимаюсь тем, что очищаю от старого раствора кусочки смальты, чтобы в дальнейшем нашему художнику было бы удобнее укладывать эти кусочки. Ну, отмывается вроде бы хорошо. Да, чуть-чуть требуется немного размочить, и все отходит губкой, да. Ладно, но ты вот соавтор этого проекта. Расскажи, как все начиналось. Изначально нас, наверное, собрала идея с ребятами, идея о том, что мы хотим, чтобы вот это советское искусство, которое сейчас, ну, можно сказать, в наше время особо никому не нужно, чтобы оно тоже какой-то смысл приобрело, чтобы оно тоже имело право на существование, так же, как и вся архитектура, которую мы имеем конца 19-го, начала 20 века, сталинскую архитектуру. И вот это советское монументальное искусство, но мы считаем, что также имеет право быть, и люди должны им тоже как-то наслаждаться, восхищаться. Но, к сожалению, у него сейчас такое состояние, что очень много уже не удалось сохранить, очень многое разрушается сейчас от бездействия людей, от того, что все это искусство сейчас не нужно никому, но мы считаем, что, в принципе, если чуть-чуть приложить усилия, где-то почистить, где-то установить навесы, и это все может быть сохранено и радовать глаз людей. Ну, а вот в данная фреска, которая столько лет радовала жителей Абхазии, фреска на остановке в селе Бзы, почему вы именно с нее начали? Когда мы подбирали объект для реставрации, мы хотели, чтобы это был такой объект, который точно всеми любим, точно все его знают, и он приносил бы какую-то полезную функцию людям. И в данном случае мы остановились на автобусной остановке. Она и сейчас пользуется, ею пользуются люди, она находится по центральной трассе, и каждый проезжающий может ее видеть, подойти к ней, потрогать эти кусочки. И именно поэтому мы остановили свой выбор на ней. Ну и к тому же она очень интересная. Она состоит из нескольких частей. Вот в данном случае вот это первое панно, самое большое по площади 35 квадратных метров, если не ошибаюсь. Второе панно, оно находится слева, там изображена сцена из сказки «Джампух, сын оленя», абхазская сказка, довольно известная.
И сама конструкция, вот эта железобетонная, она также представляет интерес, потому что конструкция необычная, а, очень напоминает вот этот навес, наверное, раковину или ракушку, что-то природное. И все это в сочетании друг с другом создает очень уникальный, интересный объект. Мгм. Ланочка, ну вот у вас такая группа очень сплоченная. Каждый чем-то занимается. Да, мы разделили между собой обязанности, но вот в подготовительном этапе к реставрации мы были задействованы все, потому что там нужно было очень много энергии, очень много рук. После того, как мы выбрали этот объект, нам необходимо было его изучить, его конструкцию. Мы привели специальных людей, которые нам это все замерили, посмотрели всю конструкцию на Да. прочность, изучили, замерили это все, и потом уже вместе с рабочими мы демонтировали вот эти плиты, их 108 штук, этих плит. Ух ты. Да, и каждая тяжелая, и демонтировать тоже заняло много времени. После этого мы привезли эти плиты в нашу мастерскую, и наш художник вместе с помощником, они отбивали вот эти кусочки смальты аккуратно. Довольно много удалось сохранить. Почти все, что мы отбили, нам удалось сохранить, и вот мы повторно ее используем. Скажи, а вот утраченные фрагменты, там же все-таки были Да, утрачены? там были утрачены фрагменты, вот эти плиты, они со временем, их уже не удалось сохранить, потому что что-то отпадало само, Да. что-то из-за погодных условий, потому что там не было навеса, это все страдало. За столько лет. Да, какие-то плиты были приставлены, возможно, потом кто-то их забирал, убирал, и вот из-за этого, из-за отсутствия некоторых плит, нам не был ясен весь рисунок этого панно. Мы очень долго думали над тем, как же мы будем восстанавливать этот Да, рисунок, потому что сама цель, наверное, восстановления этого панно, оно было в воссоздании рисунка изначального, этого эскиза. По остаткам нам было понятно, что там изображены две фигуры. Мгм. Девочка сохранилась, эта фигура девочки сохранилась, а вот слева фигура нам не было понятно, там девочка или мальчик, и что там вообще изображено, можно было только домысливать. А из-за того, что не было никаких сведений, старых фотографий, архивов. да, потому что она довольно быстро начала разрушаться после установки, опять-таки из-за отсутствия кровли. На фотографиях не сохранилась вот эта центральная часть. И как вы вышли из ситуации? Вообще этот процесс занял у нас очень долгое время. Мы долго занимались поиском фотографий, спрашивали даже у местных жителей. Может быть, они, проходя мимо, помнили, что там было изображено. Кстати, некоторые, да, с нами делились воспоминаниями, детскими воспоминаниями, что там изображены были какие-то морские существа, но опять-таки детская фантазия, наверное, Домысливала. да, домыслила, хотя там по форме было что-то, наверное, похожее на это, но на самом деле после того, как мы нашли фотографии, мы поняли, что вот эти мифические существа, которые помнили жители, это было дерево такое необычное, но в том же стиле, наверное, собрано, как и вся мозаика. Вообще этот рисунок довольно примитивный, но из-за того, что там использованы яркие кусочки смальты, оно очень жизнерадостное, очень Конечно. мирное, и хочется прям долго смотреть, изучать все вот эти оттенки фона неба, изучать фигуры детские, и вот эти яркие красочные бабочки, которые в центре находятся. Вот как раз-таки их не было на старых фотографиях, и мы не знали, что там находится. И вот после того, как мы все-таки нашли старые фотографии в Да. личных архивах, мы были поражены тем, что на самом деле все самое интересное было в центре, и мы
надеюсь, сможем восстановить все в таком же виде. И тот же эскиз, мы уже подготовили эскиз и в натуральную величину. Наш художник будет с ним работать, и я думаю, у нас получится восстановить все как было. Это, конечно, здорово, но все же утраченные фрагменты будут восстановлены новыми кусками смальты. Смотрите, вот сейчас у нас есть на руках 60-70% оригинальной смальты, которую мы демонтировали из этого панно. И мы заказали на производстве смальту по тем же оттенкам, которые нам нужны, по эскизу, который мы подготовили. И мы отобрали 21 оттенок, как раз вот этих оттенков и заказали. И мы их будем использовать вместе с теми, что у нас сейчас есть. Вот это здорово. Значит, смальту еще производят, и мы можем... Да, смальту производят много где. Конечно, там какие-то специальные условия есть для производства. К сожалению, в Абхазии ее не производят, но В России да, производят. нам удалось заказать такую же смальту, Мгм. и мы ее используем. Как ты думаешь, Лана, мы можем обрадовать наших телезрителей хотя бы приблизительными сроками, когда мозаику могут увидеть? Мы запланировали окончание всего процесса реставрации к концу апреля. Но надеюсь, что мы уложимся в сроки. И вот это панно точно будет уже к концу апреля установлено Спасибо на месте. вам огромное за интерес к этому проекту. И самое главное, я представляю, как обрадуются жители Абхазии. Не только тот, кто там живет, но и те, кто проезжал и любуется, и проезжает, и любуется этими необыкновенными панно. Кстати, а автор известен? Автор — это группа советских архитекторов и художников, которые как раз-таки создали вот эти все фантастические, как их любят в СМИ называть, остановки. Хотя на самом деле мы в них уже этой фантастики не ощущаем. Они довольно реальные, но Да. просто художники вдохновлялись какими-то зооморфными, наверное, Ага. формами. Сабина, но этот проект охватывает не только бзыбскую мозаику, но у вас еще планы в других регионах Абхазии что-то делать. Что? Да, в рамках проекта «Абхазия мозаика» сейчас мы будем реставрировать остановку на Бзыбе, ипподром, и также мы будем, наверное, это, можно сказать, будет воссоздание мозаичного панно в Гале, в городе Гал. Мозаичное панно было у заброшенного на сегодняшний день совхоза в городе Гал. Сейчас оно было в удовлетворительном состоянии, какие-то части панно, потому что оно состоит из 6 сегментов отдельно стоящих небольших стел. Вот. Сейчас мы это все демонтировали с нашими ребятами, реставраторами. В Гале сейчас происходит тоже подготовительный этап. В парке, в центре города мы хотим, чтобы была новая точка притяжения для горожан, для гостей города. В центре парка имени Векуа мы будем возводить имитацию той стены, только сейчас она будет полукруглая, она также будет выполнять функцию лавочки. Естественно, это мозаика, которую мы демонтировали. Кстати говоря, это не смальта, как, например, на остановке ипподром на Бзыбе. Там у нас керамические плиточки небольшие, размером 2 на 2. И эти плитки керамические мы очень рады, что мы будем изготавливать тут у нас в Абхазии, в студии керамики. Вот. И далее наши реставраторы и художник, они будут выкладывать заново эти мозаичные панно. Какая-то часть, 60-70% мозаики сохранилась. Мы, естественно, ее будем использовать, а остальную часть, 30-40%, мы заказываем тут. Вот. И тем самым в городе Гал, в парке имени Векуа, появится новая точка притяжения. Я думаю, что все будут рады этому.
Вот. А так, конечно, дальше мы планируем реставрировать, да, насколько это возможно, потому что даже сейчас у нас в наши соцсети и в Инстаграм, и на почту приходят сообщения, звонки нам поступают о том, что арендаторы каких-то кофеен, которые находятся, например, ну вот на набережной у нас есть Бригантина, у них тоже там, вот мы знаем, есть мозаика. Также в городе Гагра Бриош, там остановочный павильон, тоже нам обращались уже. Ну, в общем, пошла такая тенденция, что люди увидели, что мы это делаем, и так оказалось, что у многих в душе и в голове эта мысль была. К сожалению, нету специалистов, и поэтому люди как бы постоянно в тупик попадали. Но когда они узнали, что у нас есть такие молодые, грамотные специалисты, которые могут помочь, и мы, конечно же, своими силами, чем каждый из нас, из нашей команды, кто может помочь, мы все вместе будем этим заниматься, конечно, планируем реставрировать и другие объекты на территории Абхазии, мозаичные и не только. Итак, мозаика – это техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре. История мозаики восходит к шумерским городам Месопотамии. Мозаику составляли сначала из необработанной гальки, ею выкладывали полы и стены виллы дворцов. Расцветом мозаичного искусства принято считать эпоху Византийской империи. Появление стекла способствовало совершенствованию искусства мозаики из смальты, окрашенного окислами металлов и непрозрачного стекла. Мозаика очень широко использовалась в оформлении дворцов правителей Востока. В качестве материала для мозаики стали широко применяться раковины морских моллюсков. Такими мозаиками украшали интерьеры. В Европе в этот период получила распространение мода на мозаики из бисера. Сравнительно недавно мозаичный арсенал пополнился керамогранитом. Комплекс из мозаичных фигур был построен в советское время в сквере у кинотеатра Сухуми. Фигуры животных, а также фонтан в виде большого осьминога. Рустам, за 30 лет работы с журналистом мне часто встречались в наших съемках заброшенные мозаики. И вот всегда было очень обидно, что они вот такие бесхозные. И вот, наконец, свершилось, на них обратили внимание, как эта идея вообще возникла, спасти абхазские мозаики. Ну, у меня тоже, в принципе, когда я рос в Абхазии, в Гагре я рос, очень много времени проводил в Гагре, и там очень много объектов мозаичного искусства, и мне всегда они очень нравились своей причудливой формой. Всегда интересно было вообще понимать, откуда появилось. Но в тот момент как-то это было больше такой детским интересом. А потом уже, когда вырос, когда начал по разным странам тоже ездить, я вижу, что очень много разных примеров того, где мозаичное искусство присутствует, и мы видим там во многих местах его восстанавливают, сохраняют. К сожалению, у нас не было таких возможностей, и очень было обидно видеть, как многие из этих объектов разрушаются, что-то временем уничтожается. Есть объекты, которые, к сожалению, были просто снесены, не понимая то, какие они важные. И вообще сейчас, мне кажется, в мире такая тенденция, когда именно вот этот советский монументализм, у нас очень интересные, яркие примеры вообще этого мозаичного искусства. И мне показалось, что это было бы интересным таким форматом, который привлек бы интерес к Абхазии, не только внутри Абхазии, но также за пределами ее. И вот вначале у нас появилась идея с Настей, мы обсуждали, мы говорили о книге, потому что это тоже такой формат, когда можно подарить кому-то, предоставить информацию, такой фотоальбом современный. Но после этого мы, когда начали более подробно заниматься изучением этой тематики, мы поняли, что намного было бы полезнее сделать что-нибудь, что дало бы возможность и обществу активнее принять участие в этом. Потом в современное время мы подумали, что и какие-то онлайн-цифровые ресурсы тоже были бы полезными,
и интересными. И эта идея вынашивалась очень долго, но нам самую первичную помощь оказал благотворительный фонд Амшра. Мы обратились с нашей инициативой. Идеей на начальном этапе мы хотели оцифровать и оценить состояние всех этих объектов внутри Абхазии. Мы провели довольно-таки большую работу, мы называем их экспедициями, выехали, постарались собрать как можно больше информации об объектах. К сожалению, очень много информации архивной, непосредственно информации утеряна, но мы работаем, пытаемся в частных каких-то коллекциях найти информацию, архивах найти информацию. И уже после того, как мы заявили о том, что начинается как бы этот проект, уже пошла какая-то такая волна, где люди сами начали обращаться, говорить, вот мы слышали, вы что-то делаете, и уже вот непосредственно тот этап, который мы сейчас реализуем, где мы делаем реставрацию одного объекта в Набзыбе, он уже пошел при поддержке международной организации, европейское финансирование, которое оказало поддержку. И это все, на наш взгляд, имеет огромный потенциал в будущем, потому что есть определенная тематика у каждого из этих объектов. Они имеют знаковое, очень большое внимание и значение для как нашего общества, так и, в принципе, на культурной карте постсоветского пространства. Это тоже интересным таким ярким пятном будет, на наш взгляд. Ну, помимо того, что мы непосредственно занимаемся реставрацией, архивированием, цифровизацией тех данных, которые существуют, мы также большую работу уделяем общению с обществом, потому что у нас внутри Абхазии есть большое количество разных обобщенных групп, которые с большим трепетом относятся к этому наследству. К примеру, в Пицунде это активно присутствует, в Афоне есть. И мы попытаемся тоже с нашей стороны привлечь как можно больше внимания к этому. Мы призываем как бы жителей обращаться, если они видят какие-то объекты, можно фотографировать, отправлять нам в Инстаграм или через другие мессенджеры, потому что действительно у нас нету полного такого списка. Мы создали большую картотеку того, что имеется, но, естественно, очень много объектов, которых мы даже не знаем, очень много заброшенных бывших совхозов, разных таких промышленных объектов, которые, к сожалению, сегодня находятся в очень плачевном состоянии, но там тоже могут быть интересные объекты. Очень большой мировой опыт существует по тому, как переосмысливать эту всю работу, все, что существует, потому что есть разные примеры того, как некоторые мозаичные объекты могут быть перенесены и в другое место с сохранением этого. То есть, мне кажется, каждый объект будет отдельно рассмотрен, и очень мы рады тому, что у нас, когда мы начинали, вот идея с Настей у нас была вдвоем, потом, когда мы начали дальше общаться с людьми, мы нашли большое количество экспертов и внутри Абхазии, которые готовы принять участие. Мы очень рады, что Амра, Сабина и Лана с нами работают, потому что мы больше такие любители, которые это начали, а там есть определенная экспертиза, определенный подход, и это все сегодня присутствует. И мы также хотим в ближайшее время провести такую интерактивную выставку, в которой мы постараемся гостей выставки познакомить с тем, что у нас имеется, эти объекты. И также мы пытаемся привлечь экспертов с постсоветского пространства, большое количество экспертов, которые сегодня тоже работают над сохранением советского монументального искусства, сохранением мозаичного искусства. И мы тоже очень надеемся, что тот их опыт мы могли бы тоже представить и перенять у нас. Настя, и все же самая главная цель этого грандиозного проекта в чем заключается? Но мы для себя очень много раз ее формулировали и постоянно себе напоминаем, что реставрация – это очень масштабно, это здорово, но это не основная цель. Все эти мероприятия мы делаем для того, чтобы показать людям ценность мозаики, то есть чтобы люди поняли, насколько она ценна, прекрасна, что это искусство. И мы надеемся, что благодаря этому большинство мозаик будет внесено в список объектов, охраняемых государством. Мы надеемся, что люди начнут вдохновляться нашим примером и поймут, что вот мозаики рядом с ними, они тоже достойны реставрации и, может быть, захотят сами написать куда-то, может быть, поучаствовать в реставрации. Если, пользуясь случаем, я хочу попросить людей, если у них есть такая возможность, желание, они могут писать нам на страничку, и мы можем помочь. У нас есть специалисты по реставрации, у нас есть архитекторы, которые могут помочь с черчением, созданием эскиза по реставрации. То есть есть люди, которые могут им помочь в этом, например. Профессионально. Да. И еще одна цель – это ценность мозаики не только культурная.
она гораздо шире на самом деле. У нее огромный туристический потенциал есть. То есть потенциал по развитию в Абхазии культурного туризма. То есть привлечению людей, вообще-то вплоть до создания нового маршрута, связанного по мозаичным объектам, по мозаичным панно. Да. И, в принципе, вот наши все усилия, и в том числе вот Сабина тоже говорила о реставрации в Гале, которую мы делаем, мы наполняем новым смыслом мозаику, да, создаем какое-то культурное пространство. Да. Это тоже будет работать на это. Ну, считается, что все мозаики в Абхазии принадлежат авторству Церетели, но на самом деле это не так. Церетели был главным художником при создании и строительстве курорта Пицунда. И остальные панно, мозаичные остановки авторство огромного коллектива специалистов-художников. Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы установить авторство конкретное всех мозаичных объектов на территории Абхазии. Спасибо большое. Проект этот долго ожидаемый, скажем честно. И, наконец, что наш взор сфокусирован на таком великолепном монументальном виде искусства, как мозаика, нас, жители Абхазии, очень радует. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Увиденное нами вселяет надежду, что неравнодушная молодежь, состоящая из профессионалов, восстановит тот облик советского Сухума, который мы все так любим.